Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. В честь достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в городе Душанбе активизировались мероприятия по созиданию и благоустройству, развернуто масштабное строительство самых различных производственных предприятий, торговых и сервисных комплексов, социально-культурных объектов. При этом каждое высотное здание придает особое величие нашей столице, которая является обликом и зеркалом государства и народа. Сердце Таджикистана, город Душанбе, украшают уникальные в своем роде объекты, в которых переплетаются восточные и европейские стили, превращая этот современный мегаполис в один из красивейших городов мира. Согласно генеральному плану города Душанбе, улица Айни района Шох-Мансур реконструируется. Вместо старых построек возводятся высотные жилые дома и административные здания. В настоящее время на этой улице возводится более 50 жилых домов, а также административные и хозяйственные объекты 15 отечественными строительными компаниями. Улица Айни – одна из центральных улиц столицы, поэтому здесь особое внимание уделяется качеству, внешнему виду и дизайну возводимых объектов. Жители и гости столицы с радостью замечают, что проживание в городе становится более комфортным и приятным. Многие здания, согласно генеральному плану, уже возведены, и часть из них уже сдана в эксплуатацию, а в остальных ведутся отделочные работы. Согласно градостроительным нормам и правилам, вдоль этой улицы проводятся работы по озеленению, освещению и благоустройству. В столице при застройке и реконструкции особое внимание уделяется качеству строительных работ и дизайну, который будет украшать местность. В настоящее время во всех районах столицы наблюдается строительный бум. Город стремительно преображается. На месте старых ветхих зданий вырастают современные комфортабельные высотки, оснащенные различной инфраструктурой, в том числе торговыми и сервисными центрами, ресторанами, плавательными бассейнами, спортивными и развлекательными центрами, медицинскими пунктами, кинотеатрами, подземными автостоянками. Согласно генеральному плану, кроме жилых домов строятся административные, производственные, торговые и социальные учреждения и необходимая инфраструктура в соответствии с численностью населения. В строительных работах задействованы местные жители, которые получают хорошую заработную плату. План мероприятий по благоустройству в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан охватывает всю территорию столицы, и в этом процессе не остается без внимания ни одна улица или проспект города. По словам ответственных лиц, этот план выполнен на 95%, и работы в этом направлении продолжаются. Зумрат Файзиева, Максади Максат, новости. 10 августа в ходе завершающего этапа совместных учений военнослужащие Таджикистана, Узбекистана и России при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооружение, формирование которое перешло государственную границу на юге Таджикистана. С 1 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон Хатлонской области в 20 километрах от таджикско-афганской границы проходили широкомасштабные совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и России. Во время военной демонстрации делегация вооруженных сил Узбекистана организовала временную базу с тяжелой бронетехникой и военными автомобилями, тяжелым вооружением и боеприпасами, а также подразделениями специального назначения. Вооруженные России в основном представляли подразделения 201-й военной базы. На учения были подтянуты дополнительные силы и боевые самолеты из других регионов страны. Вооруженные силы Республики Таджикистан представляли личный состав войсковых частей подразделений сухопутных войск, дислоцированных в Хатлонском гарнизоне, подразделения десантно-штурмовой бригады сил быстрого реагирования, вертолеты и самолеты военно-воздушных сил и противовоздушной обороны национальной армии. С целью подведения и обобщения итогов совместных военных учений трех стран на полигон прибыли министр обороны Республики Таджикистан, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Узбекистан, командование Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, председатель Хатлонской области и другие официальные лица. В масштабных военных учениях наряду с более 2500 военнослужащими
вооруженных сил 3 стран также были задействованы 25 военно-транспортных вертолетов, истребители и бомбардировщики, 500 единиц бронетехники и специальной боевой техники, пушки и самоходные установки, различные артиллерийские средства, современные военные машины и другие специальные военные принадлежности. В ходе подведения итогов коллективных совместных военных учений 3 стран выступили министр обороны Таджикистана генерал-полковник Ширали Мирзо, начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов, командующий Центральным военным округом вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Александр Лапин, которые рассказали о значимости и цели проведения военных учений перед его участниками и отметили, что президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами, генерал армии уважаемый Эмомали Рахмон, наряду с другими главами государств региона и мира, является сторонником мирного решения внутренних конфликтов, всегда выступает против действий террористических и экстремистских группировок, а также призывает сопредельные государства региона и мира коллективно бороться против всех угроз и вызовов века. Активным участникам совместных учений были вручены медали и грамоты, различные памятные подарки и другие награды. В завершение мероприятия состоялся военный парад. В Алжире в результате распространившихся лесных пожаров погибли 42 человека. Отмечается, что среди погибших 25 военнослужащих. Лодка затонула у берегов Кении. В результате 7 человек погибли, еще несколько пропали без вести. Об этих и других событиях в мире подробнее в блоке зарубежных новостей. Соблюдение правил посевных работ, своевременное проведение агротехнических мероприятий, использование качественных семян и высокоурожайных саженцев – в этом залог добротного урожая. Труженики Шахринавского района тесно сотрудничают с учеными в сфере сельского хозяйства. И в этом плане уже есть заметные результаты. Так, труженики собирают по 280 центнеров помидоров и 350 центнеров огурцов. А в конце сезона сбора урожая труженики намерены собрать помидоры в объеме 456, а показатели сбора огурцов довести до 375 центнеров. В ходе встречи специалистов сферы и коллективов хозяйств Шахринавского района было отмечено о необходимости использования опыта садоводов этого района в плане рационального использования земель, достижения высоких показателей в сборе фруктов и овощей. Плодоовощная продукция и различные сорта винограда, выращенные тружениками Шахринавского района, направляются на рынки города Душанбе. Часть экспортируется в Россию, где экологически чистые и отменные по вкусовым качествам фрукты пользуются большим спросом у россиян. В целом же общая площадь посевных земель в районе составляет 12 413 гектаров, а площадь садов и виноградников – 2029 гектаров. По словам опытных тружеников, урожай фруктов и овощей в этом году удался на славу, но это в свою очередь изобилие в каждом нашем доме. Уважаемые телезрители, это главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.